надо поглубже поговорить о Китае, о цифровом концлагере и о попытках Путина заимствования цифрового концлагеря. Кремль будет продолжать строить и дальше цифровой ГУЛАГ. Тем более у Кремля есть важный источник образцов для этого, уважаемые китайские партнеры с их фаерволом и системой социального капитала. Совсем недавно стало понятно, что все-таки планируется создание системы управления доступом к YouTube. Нет, полностью YouTube закрыть не будет, потому что, конечно, у Российской Федерации нет ему никакой внятной альтернативы. Невозможно создать портал, который содержал бы такое гигантское количество материалов по самой разной тематике. Но уже Ростелеком, как мы знаем на сегодня, тестирует портал ytonline.ru для фильтрации контента видеосервиса YouTube по определенным правилам. То есть будет создано нечто, что называется на умном профессиональном языке front-end. То есть вот презентационная часть YouTube, пользовательский интерфейс, через который недорогой россиянин, а впрочем и дорогой тоже возможно, будет заходить на YouTube, и дальше его будут или пускать к определенным материалам YouTube, или не пускать. То есть тем самым формально YouTube запрещен не будет, но фактически доступ к нему будет полностью регулироваться российскими властями. Также Министерство внутренних дел разработало поправки к закону об оперативно-розыскной деятельности. Они будут рассмотрены и, возможно, приняты нынешней осенью, по которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. И силовики получат право безо всякого судебного предписания получать удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан. То есть недорогой россиянин становится совершенно прозрачным для силовика во всех смыслах. Это китайский опыт, безусловно. Российские технологии не отстают от тренда и уже разработали два мессенджера на замену Telegram и WhatsApp. Ну, ясно, что для чего нужны эти мессенджеры? Для того, чтобы полностью контролировать всех пользователей, не идя ни на какие компромиссы с внешними владельцами, которыми для российского государства является Марк Цукерберг, контролирующий WhatsApp, и даже Павел Дуров. Хотя относительно природы его отношений с нынешними российскими властями есть разные версии. Эти приложения называются «Импульс» и «Калибри». И работать они должны, во-первых, на Android, но это чуждая нам операционная система, и российской операционной системе «Аврора». Вот здесь есть затык. Импульсы Калибри можно запускать хоть завтра, но сама операционная система «Аврора» будет готова только через 1,5 года и требует для доработки 300 миллиардов рублей, которые пока не выделены. Поэтому, собственно, полный бардак, неэффективный менеджмент и коррупция, а мы живем по-прежнему в условиях экономики роза, распила отката и заноса. И норматив отката при распределении государственных средств нисколько в эпоху спецоперации Z не снизился. По-прежнему начинается от 50%. А при таком условии добиться чего-то быстро и качественно невозможно, в принципе. Поэтому только это и спасает нас пока от становления цифрового ГУЛАГа ускоренным путем. Еще на рынок выходит российский смартфон под рабочим названием R-Phone. На самом деле он никакой не российский, он производится в Гонконге. И полный его аналог китайского производства можно купить нынче за 16 тысяч рублей. А R-Phone будет стоить 40 тысяч. Ну, то есть, что такое? Покупается за 16 тысяч рублей китайский аппарат, называется R-Phone, а 24 тысячи рублей кладутся в карман разработчика. Но, как сообщают нам знающие люди, R-Phone, который нужен тоже для того, чтобы полностью контролировать россиянина, ибо он будет доступен абсолютно прозрачен для российских спецслужб. Все переговоры, переписки, все что угодно, включая личные фотографии, в том числе интимного свойства. R-Phone не может производиться вот на этих гонконгских мощностях им отданных слишком в больших количествах. Для того, чтобы заменить все смартфоны не российского и даже не китайского производства, нужны десятки миллионов штук. А на стартовом этапе, который начнется в 2024 году, гонконгское производство готово выдать на гора разве что 100 тысяч арфонов. Поэтому тут это все сильно не заменишь. И, видимо, жертвами этого процесса, первыми счастливыми обладателями 100 тысяч арфонов станут люди, которые Кремлю более близки и дороги, чем остальные. Дорогие россияне, в первую очередь крупные бизнесмены и чиновники разных рангов, которых надо контролировать особенно вдумчиво, потому что им есть что скрывать. Многозначительная презентация этого арфона прошла на форуме «Армия-2023». Чтобы никто не сомневался, для чего этот арфон нужен. Для решения задачи перманентной войны, которая в РФ продолжается. Сама философия цифрового ГУЛАГа приблизительно соответствует уже имплементированной в Китае концепции так называемого паноптикона. Сам термин паноптикон придуман в конце 18 века британским философом Джереми Бентамом. И по странному совпадению к этой идее паноптикума, паноптикум так тоже можно назвать, и паноптикум, и паноптикон. Что такое паноптикум? Паноптикон? Это идеальная тюрьма. И вот для того, чтобы наблюдать за крестьянами в этом поместье, Сэмюэл Бентам придумал построить цилиндрическую конструкцию, по периметру которой в прозрачных жилищах находились бы крестьяне, а в центре надзиратели. Это имелось в виду не тюрьма, а эффективный менеджмент тех времен. Но Джереми Бентам пришел в полный восторг от идеи своего брата и дальше изложил ее в качестве концепции не просто тюрьмы, а некой философии власти. Что такое паноптикум с точки зрения философии власти? Это система, при которой власть видит каждого насквозь, сама оставаясь при этом невидимой. И плюс власть деанонимизирует каждого, оставаясь при этом сама анонимной. Вот так построена система тотального контроля над гражданами в Китае. К этому же, с поправкой на коррупцию и неэффективность, будет стремиться российская власть. Паноптикон, вот она, эта модель. И осень станет временем существенных прорывных усилий в этом направлении. Смысл паноптикона еще в том, что тебя не должны физически наблюдать круглосуточно. Нужно от тебя добиться, чтобы ты так думал,
что за тобой все время круглосуточно наблюдают, и не знал, кто наблюдает. Потому что в цилиндрической тюрьме заключенные знают, что они прозрачны для надзирателя, но самого надзирателя, опять же, не видят, потому что вот в этой колбе, в которой надзиратель находится, он недоступен взгляду заключенного, в том числе за счет направленных потоков света, идущих из колбы на заключенных. И когда ты уверен, что за тобой 24 часа в сутки следят, иллюстрируя твою корреспонденцию, просматривая полностью твой iPhone, всякие приложения, импульсы, калибри, просто наблюдая за тобой с помощью видеокамер на улице и даже у тебя в доме, ты уже сам ограничишь себя. Ты откажешься от использования каких бы то ни было гражданских прав и свобод, номинально дарованных тебе законодательством. Ты будешь молчать, и со временем ты начнешь и думать в правильном направлении, потому что в точном соответствии с описанием Джорджа Оруэлла в романе 1984 ты будешь представлять собой государство как огромную полицию мыслей, способную проникнуть и в твое сознание, более того, в твои фантазии, в твое воображение. Поэтому паноптикон при минимальных затратах на, собственно, наблюдение позволяет парализовать какую бы то ни было протестную волю, наипаче активность за счет страха перед этим тотальным наблюдением и контролем. Ну, институты социального капитала из Китая также будут переноситься на российскую почву. Здесь залогом хотя бы относительной успешности этих всех проектов на РФ-почве будет премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин, который, бесспорно, большой специалист по цифровизации. Именно по этой причине он стал премьер-министром 15 января 2020 года. Уже тогда паноптикон был в приоритетном замысле Владимира Владимировича Путина. Просто то началась эпидемия COVID-19, то спецоперация Z, и поэтому внимание Мишустина и его кабинета несколько рассеивалось, но этот приоритет никуда не денется. И под знаком этой цилиндрической тюрьмы пройдет осень 2023 в РФ. Зачем Си Цзиньпину понадобилось вводить локдауны в связи с ковидом? И тем более такие жесточайшие, которые, на мой взгляд, действительно просто очень сильно разрушили экономику Китая. Вот здесь как раз, на мой взгляд, ответ очевиден. А для того это были учения по построению концлагеря. Нужно было показать народу, как, так сказать, нужно было проверить готовность народа, выносить этот локдаун, отработать сами технологии, протестировать технологии, как именно народ запирается в клетку и посмотреть, что народ будет делать. Уже тогда перед Си Цзиньпином стояла приоритетная задача углубления контроля. Здесь тоже они близки с Владимиром Владимировичем Путиным. А за контроль все надо платить, в том числе потерей экономической эффективности. Но тогда у меня встречный вопрос. Если локдаун были учения по внедрению цифрового концлагеря, то зачем Европа это позаимствовала? Потому что если бы в Китае не было локдаунов, я не думаю, что ковидные локдауны были бы в Европе. И несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что да, локдауны очень много спасли жизней, там есть, особенно когда люди не понимали, с чем они имеют дело. Сейчас у нас есть очень серьезные основания там, смотреть на экономическую, на соотношение плюсов и минусов. Мы видим, что наилучшие результаты не только по экономике, но и по сохранению человеческих жизней показала Швеция, в которой локдаунов не было. Да, понятно, что Швеция – это страна-одиночек, там не как в Москве все сидят в коммунальной квартире друг на друге. Но, тем не менее, тогда зачем Европа, даже Великобритания, тоже внедряла локдауны? Локдауны, как теперь, я пытался убедить человечество своими скромными усилиями в неэффективности такой политики еще тогда, в 2020-2021 годах в своей программе «Время Белковского на эхе Москвы», за что получил немало черных шаров и обвинений в том, что из-за меня все погибли. Но сейчас уже на официальном уровне признано, в том числе Всемирной организации здравоохранения, что локдауны погубили гораздо больше людей, чем спасли. Сначала это были данные доклада университета Джонса Хопкинса, который показал, что смертность от коронавируса локдауна уменьшили, кажется, на 0,5% или в сравнимую величину. А вот смертность от всех остальных заболеваний, сердечно-сосудистых, от диабета, от депрессии, от алкоголизма и наркомании увеличили в разы, что было безусловно следствием по политике локдаунов. Но тогда этот доклад не прозвучал, потому что тут же началась война, и все в прошлом году, не в этом году в начале, уже Всемирная организация здравоохранения, которая несет значительную часть ответственности за эту локдаунную карантинную политику, признала, что и возглавляется прокитайской марионеткой. Безусловно, Гебрейесус, да? 2/3 дополнительной смертности, в период ковида, 1/3 дополнительной смертности обусловлена вирусом SARS-CoV-2, а 2/3 локдаун. При этом ясно, что Всемирная организация здравоохранения играет здесь, мухлюет в свою пользу, поскольку она сама виновата, и реальное соотношение, значит, не другое, оно больше в пользу, больше смертей локдаунов, чем говорит об этом ВОЗ. Поэтому европейские лидеры переняли из-за своей безответственности и некомпетентности. Я другого объяснения не вижу. У власти в евроатлантическом мире находятся люди, которые никогда в своей политической практике не сталкивались с чрезвычайной ситуацией такого масштаба, и поэтому они пошли путем наименьшего сопротивления. Кроме того, наверное, некоторым из них оказалось, что можно так покрасоваться. Я помню, как Эммануэль Макрон красовался на фоне БТРов, бронетранспортеров, да, в Париже, которые должны были отправиться гарантировать соблюдение карантинного режима. Это было очень странно. Да, Макрон, конечно, очень хотел сфотографироваться на фоне военной техники и изобразить себя большого полководца, хотя тоже было непонятно, а чего, собственно, куда БТР-то пойти французов, что ли, если они случайно нарушат локдаун? Или что? Или как в итальянские СМИ были завалены сообщениями о том, что морги работают в 3 смены.
контакт. Во-первых, морги не работали в 3 смены, была чистая фикция. Но даже если это было бы так, зачем нужно было наводить панику специально? Вот так, чтобы показать, что вот с нами случилось нечто ужасное, и мы сейчас введем режим чрезвычайной ситуации и покажем, как мы эффективны в этом режиме. Все такие предупреждения о том, что локдаун этот закончится психологической катастрофой человечества, именно паника, которая посеяна была мировыми элитами, приведет к перегрузке системы здравоохранения. Не вирус SARS-CoV-2, а именно паника, потому что к врачам и в больнице обратились многие миллионы людей, которым было туда совершенно не надо. Вот здесь и возник коллапс мирового здравоохранения из-за политики элит. Это так оно и было. Это, кстати, в значительной степени приблизило спецоперацию Z, кульминационную фазу украинской войны. Она же Четвертая мировая, потому что Владимир Владимирович Путин, понасмотревшись на все это, во-первых, решил, что в такой чрезвычайной ситуации, как война, эти люди точно не справятся, если они с коронавирусом справиться не смогли достойно. И не А ошибся. во-вторых, если страны, значит, евроатлантического мира отреагировали изоляцией на эпидемию, то уж тем более они отреагируют изоляцией на войну и вообще не вмешиваться ни во что не будут. Все границы закроются, и все скажут, ну, разбирайтесь там сами. Здесь в значительной степени Владимир Владимирович ошибся, но поведение элит в период COVID-19 дало ему существенную почву для размышлений в этом направлении. Но мне кажется, что у него еще одна тогда лафа прикатила. Он, конечно, смотрел, как китайцев все отмазывают от того, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Я думаю, что у него глаза стали квадратные. Он сказал, ну, если это можно доказать, да еще со ссылкой типа на ученых, которые сами были в этом деле замазаны, то уж я, конечно, докажу, что я борюсь против нацистов и так далее. Но только он не рассчитал, что то, что позволено Китаю, не позволено Путину. Вот то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Для этого надо иметь экономическую мощь Китая.